Я Мария, я представляю проект «Зеленый фонарь». Он появился в апреле 2013 года, на сегодняшний момент ему 9 месяцев. И мы работаем на стыке эко-арт-технологий и социальный блок у нас есть. И, в общем, я сейчас расскажу о том, как мы двигались на протяжении этих 9 месяцев и с чем мы входим в 2014 год. Ну, собственно говоря, все началось в январе 2013 года. Я начала читать курс социальной инновации британского школы дизайна. И у меня есть очень любимый такой вот блог про общественные пространства, про зеленые технологии. Я показываю студентам красивые, позитивные картинки, много кейсов рассказываю. Но есть такая вот маленькая проблемка. Всегда в любой аудитории находится кто-то, кто говорит: знаете, Мария, вот это все прекрасно, но это космос, а вот где это у нас? У меня есть, конечно, шаблонный ответ, заготовка. Я говорю ребятам: ну вот когда вы сделаете, тогда это будет у нас. Но в какой-то момент времени он меня просто перестал устраивать, я подумала о том, что, ну, может, я сделаю так, в качестве примера. Вот. Что-нибудь простенькое, не очень сложное. Ну, вот, собственно говоря, я попыталась это сделать. Ну, в общем, я прекрасно понимала, что мне нужен был пример очень простой, вообще предельно простой, максимально низкобюджетный, и я посмотрела, какие существуют мировые аналоги, и поняла, что, в общем, мне подходит американский сетбомбинг, и, собственно говоря, в Европе он тоже достаточно распространен. Это создание шариков из глины и семян и разбрасывание их на пустырях, которые нуждаются в озеленении. Очень простое действие, за несколько секунд вы можете внести свой небольшой вклад в озеленение среды. И Packed Bottle Farm, или огороды из пластиковых бутылок, это экологическое направление, сейчас очень популярно, развивающееся, это использование своего бытового мусора в качестве емкости для выращивания. Ну, собственно говоря, эти два кирпичика были положены в основу разработки продуктов, и за 3 недели, в конце апреля по начало мая, мы уже сделали свой экопродукт. Через 3 недели у нас была готова семенная бумага, первая тестовая партия в 150 штук. Это бижутерия или аксессуары, которые, собственно говоря, содержат в себе семена и могут прорастать. Но любой продукт его необходимо тестировать в среде, в уличной среде в первую очередь. Поэтому в апреле и июне мы сделали серию уличных инициатив по озеленению окружающей среды. Мы собирали бутылки в Западном округе, отмывали их, превращали их в емкости для выращивания и возвращали обратно в среду. Идея была очень простая. Это, если мы покажем людям простой, дешевый способ использования мусора, то, возможно, его станет меньше на улицах. Но в процессе этих исследований мы познакомились с городскими огородниками, которые показали нам свои городские плантации и послали нас в следующие места, которые есть в этом округе. В результате мы сделали большое исследование, которое продолжалось 5 месяцев. У нас сейчас архив из 5000 фотографий с городскими садами и огородами, интервью с огородниками, с людьми, которые живут в этих дворах, и, собственно говоря, с людьми, которые являются просто прохожими. Мы узнавали их отношение к тому, что происходит в окружающем пространстве. Ну, большое количество дворов, исследование большое, не буду рассказывать обо всем, наверное, только 2 ярких вот момента. То, что мы обратили внимание на то, что дворы бывают 2 типов. Это такие арт-дворики из старого мусора и старых игрушек, такой народный дизайн, и, собственно говоря, зеленые дворы. А это наше открытие, которое мы сделали по результатам эксперимента. Мы поняли, что на самом деле городское садоводство и огородничество — это вообще никакая не инновация, это было наше глубочайшее заблуждение в том, что это надо внедрять. Это уже существует, потому что возраст большинства дворов и огородов, самый молодой 4 года, а средний возраст 10-15 лет. Ну, то есть, грубо говоря, это просто историческое занятие. Во-вторых, мы разрушили огромное количество стереотипов, которые у нас были. Стереотип номер 1 – разрушение мужчин очень много. Молодых мужчин очень много, просто они делают там небольшие плантации, а в основном клумбы около подъездов и во дворах что-то озеленяют. Во дворах высоток, в 5-этажках и не имеет никакого ограничения, например, доход людей. То есть даже люди с низким уровнем дохода могут себе позволить городское садоводство. Ну, собственно говоря, здесь мы такой небольшой слайд сделали о том, что мы, в общем, не партизаны, не городские. Мы проводили акции, нас начали немножко путать с партизанами. На самом деле разработчики и все наши акции — это были эксперименты в первую очередь. Нам нужно было понимать, как люди к этому ко всему относятся. В общем, к сентябрю мы начали обрабатывать данные и поняли, что
У нас 3 категории граждан в городе. Одни, которые любят сажать плодовые деревья и цветы, другие, которые любят сажать с весны какие-то продукты. А 3-я категория – это люди, которые готовы принимать участие в разных посадках, очень любят какие-то вот кусочки леса и природы в городе. И, соответственно, всех людей мы вот разбили на 3 категории: парк, сад, огород. И осенью провели 3 типа акций, которые вот как раз были подчинены этой идее. Акция садовая, акция парковая и акция огородная. Они почти все были привязаны к каким-то всемирным датам. Собственно говоря, мы просто взяли все проекты, которые шли в сентябре и октябре: Всемирный день без автомобиля, Parking Day, ну и организовали несколько акций вот таких по своей инициативе. Специфика их была в том, что это, в общем-то, фантомные огороды. Они возникали в пространствах общественных города на один день, и все эти вещи можно было забрать домой. То есть мы приглашали к созданию этих акций прохожих, которые проходили мимо, и для нас это было очень важно. Они не имели сценария, то есть фактически мы привозили вещи в какую-то точку, начинали их расставлять, к нам приезжали люди, которых мы видели первый раз в жизни, и они тоже включались в этот процесс. Потом к этому процессу подключались люди, которые проходили мимо, то есть простые прохожие, то есть они становились создателями вот этих вот картинок. Ну и, собственно говоря, уже 30 ноября в Западном округе, в Центре творческого предпринимательства, мы организовали первый фестиваль, то есть мы проделали большой путь от уличных акций к созданию мини-фестиваля, который мы планируем запустить в 2014 году. Это было наше первое событие, которое мы организовали без бюджета. Ну, там были какие-то микрозатраты, но, в общем-то, несущественные, но при этом привлекли большое количество информационных спонсоров. У нас было достаточное количество участников, неплохая информационная поддержка. Вот так вот мы за 9 месяцев сделали продукт, провели исследования и перешли от уличных акций к созданию фестиваля. И в 2014 году мы сделаем целый ряд настоящих фестивалей, локальных фестивалей, которые пройдут в нескольких округах Москвы, которые будут подчинены каждой своей теме. Сад на один день, парк на один день, огород на один день. Ну и, в общем-то, мой личный челлендж, я постараюсь в 2014 году монетизировать эту активность, превратив ее в социально-экологический бизнес. Вот так.